Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на очередном заседании нашего клуба «Край Удмуртский». Книга – составной элемент культуры. Это один из основных факторов, определяющих уровень развития общества, как материальное воплощение научной и художественной мысли. Государственное унитарное предприятие «Книжное издательство Удмуртия» исчисляет свое существование с сентября 1919 года. И за эти 95 лет издано издательством более 9000 названий книг тиражом около 90 миллионов экземпляров. Это книги, брошюры, различные издания, художественная литература, детская, научная, научно-популярная, справочная, учебники на русском и удмуртском языках. И самую малую толику, часть этих изданий мы попытались показать на выставке. Конечно, невозможно показать все издания, но самые последние, какие-то оригинальные. И хочу выделить вот одну из книг, справочник, библиографический указатель «Удмурты. История, этнография, археология», которая издана с ними совместно. Это наше издание, изданное в книжном издательстве «Удмуртия». По программе «Память Удмуртия». Очень активно работали в это время по этой программе. И ряд книг и альбомов издательства получили высокую оценку читателей и специалистов. Более 30 изданий получили удостоены дипломов всесоюзного и всероссийского конкурсов искусства книги. А по итогам 10-го конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги 2000 года» издание правление АСКИ присудило диплом лауреата и денежную премию фонда имени Ивана Дмитриевича Сытина «Удмуртская республика» за создание первой национальной региональной энциклопедии. А создатели этого издания стали лауреатами Государственной премии Удмуртской республики. А еще издательство Удмуртия получило лауреатское звание за альбом, фотоальбом, который издан в 1988 году, за большую творческую работу и вклад в создание этого альбома издательству и было присуждено это высокое звание. Автором-составителем, который является заслуженный деятель искусств республики Константин Михайлович Климов. История. Также издательство располагает большим творческим потенциалом в лице авторского коллектива видных ученых, писателей, также работников издательства, которые делают всю эту работу большую. Библиотека издательства всегда тесно сотрудничала. Вот результат налицо, да, одна из этих книг. И 95 лет – это много и мало. А может, это просто еще репетиция перед столетним юбилеем. Я очень рад, что несмотря на слякоть и вот на такое насыщенное время, потому что сегодня столько мероприятий, и даже вот мы еще должны успеть на последующие мероприятия, извините, вот со своего. Вот поэтому я очень благодарен вам за то, что вы сегодня пришли, нашли время, и я очень надеюсь, что вы не пожалеете. Чувствуешь потом куриос драме поте издательство. То есть когда куча юдуриос кулдобулен, ариос отчица, что скажу потичкодно мушкевичковичкод, марутун вал. Мартус чаш подписа улон орчистажи огр-бугр марутун вал, земзем. Рушик шимшурам ете кузибай герден. Quattomen виписал, quattomen люкам сочинению с кучем и шум под сосяли кутичком. Но куча шум чуресез артист, хоть кудис книга малке шоно. Юрий Васильевич, будет издательство конем бузилим президент Дорти. Госсоветин врачьёс Дорти, онертьёс Дорти. Кондон кураса, киме стажим учиса. Я кондон шот из. Книга вынимаз. Книга вынимаз. Земзема турмут.
Учкичком кондон угву, вань постановление, но кутун бенсо, путь здесь пуктилям, писатель слен союз зелен, огажаш конзелен, аж был таро есть, а лигес сокошки штецканы, путь зе пуктем, малупе кузи байгер дес поптичковы, сейчас он да кукчоен, купен туалай де гигуреш ёсвань. Сушедриами аж не помнашучком, кинке лубал солы мечкутыш. Но кто начин бабусалочку мало грантиос удут чашкасо авториос порна. Даш Люкам учез потом шиттем учез ассистент Капчиева. Земзено Капчи, земзено сопнига потом бере сонон думыз Адемиус Лацкис, Лудичиус Гажазы, квать том кукшурсети арищен кукшурсети тиарош, со книга успотизино. Часа юасавет лони лудичиус тун некено земзено ше думяну лонтен со издани. Монзо по нашу потичко, отун мнамно аслам ше чикено кужуме вань. Но лештинте ушё шор, бдесмутек кылтем ушё шоручко ноке сосно чулмачкото, кытиово жожено вутто, тани туш чебер нимын книга вань потиз. Удмуртоскон, удмуртская вера. Мисля мукет чален чакланува. Осо енциклопедия бутча, баджин, томен, люканот чикулевал, удмурт калуклеш, башкала, вышашкон юссе, олонош ювишкон юссено, сижонкон юссе. Сос туш чебереш, удмурто джучоло со книгалу кулевал. Сос туш чебереш, земос поэзия со. Удмурт адямилен, удмуртлык шучком. Отыш поте удмуртлык. Клен пушеко сызо тиш пото некено. Вот малпамиас пор мон малпашко ажланяс ще юмму кдо ужасиос вандере туала издательствен со ще книга олопотозно был. Туш мнам аджибе потевал земзено удмурт мифологический словарь. Шум школан шецкий вспоминаю. Ben cine znowu laśmele, kuziono, mulcio kuziono, gătiosno, cât isto potem marzo, taizno gerciașke mân, udmurtluk valamen. Potu se azvukte, so dory, mam paško udmurtia kniga potom Ibercko zari, primerne автори основань, собере, вот со удмуртоскон, Юрий Васильевич, когда Валентин Кельмакович, но то, что Луками с Монвералей Лукатилсмен. Наверное, издательство Берцкоста Ужборды. Мон шумыш дечклашко туала редактористы, Вань ужасисты, также баджим юбилеен, книга подтоннич, Ожик автористы, лыдисисты. Собере Мон малпашко ажданяс издательство Усчутской портем вакытюслен, вапобюслен, пумит пелляш тогесылы, ожик, мукыт каричко ванду тазалык, творческая житсколес. Дело в том, что издательство вот, в эти годы вот, последнее издает около 50 названий книг. И книг, и еще есть у нас ноу-хау, вот, которым занимаемся только мы из национальных издательств вообще в России. Это разработка, вот, к сожалению, нету, это разработка детских настольных лингвистических игр. Это только наше, и этого нет вообще ни у кого из наших коллег, скажем так. И вот вы, наверное, уже видели, что очень много у нас, видите, мероприятий проходит в коридоре, тоже наше небольшое ноу-хау, это наша художественная галерея издательская, кстати, уже только за этот год сейчас выставляется 5-й автор. Большая часть, конечно, нашего времени уходит на подготовку краеведческих изданий. Если раньше мы только надеялись на автора, вот кто-нибудь да чего-нибудь да принесет, сейчас такой надежды все меньше и меньше. Вот, например, в нынешнем году мы прождали одного автора, на которого очень надеялись, договаривались, и 1 сентября была быть у нас книга о Чайковском Петре Ильиче.
Ну, автор нас подвел, и до сих пор этой рукописи нет, и поэтому вот Георгий Геннадьевич, ну, надеюсь, что автор принесет, мы параллельно готовили, и вот подготовил, ну, куда деваться. Вот куда деваться нам самим, и тем более мы на эту книгу уже выиграли грант, ведь не зря вот тут фотография есть. Мы на национальной книжной выставке ярмарки, вот тогда как раз нам удалось заловить большого начальника министерского и обговорить с ним, и тем самым мы получили оттуда поддержку аж на 4 книги, представляете, никогда такого не было. И кроме этого в нынешнем году еще получили от общества Кострена тоже на 2 издания. В этот день я хочу сказать слова благодарности тем, на базу которого мы пришли, ту базу, которую сделали Вениамин Никонорович, Валентина Федоровна, другие наши коллеги, которые развили то производство, ту систему, создали книгу издания в Удмуртской республике. И мы на этой базе сейчас выпускаем и готовим книги разного профиля. Игорь Васильевич сказал, на самом деле, да, краеведческая литература сейчас требует внимательного и бережного отношения к себе, и это одна из тех статей дохода, которые для издательства приносят какие-то финансовые дивиденды. Потому что любые гости приходят, они хотят узнать про республику, хотят узнать про столицу нашу. И мы в этом плане начали работать плодотворно, и я думаю, желающие могут приобрести многие издания. Но это только начало требований и заказов. У читателей много, и они спрашивают книги про Ижевск. Мы уже переиздавали эту книгу и в мягком переплете, и в твердом переплете. И эта книга как в длину уходит из нашего магазина, и народ требует, и полиграфия хорошая, и издание получилось хорошее. И также мы подготовили книгу «Неизведанными тропами Удмуртии». Это своеобразная книга, где показаны все наши районы и города республики, потому что мы представляем, что Удмуртия это Алнашский район, знаем, что там есть музей Красильникова, Шальчияки, знают Воткинск. Составитель. А теперь вот в этой книге «Неизведанными тропами Удмуртии» мы показали все 25 районов, потому что в каждом районе есть что-то необычное, что-то интересное, где можно посмотреть, отдохнуть, где увидеть что-то только сокровенное, присущее только к этому району. Скажем, в Кизнецком районе, кроме музея Старого Мултана, музея Короленко, есть интересные родники, которые танцуют, которые при издавании звука они начинают бурлить. В Селтинском районе, может быть, сразу наугад никто не скажет, что есть такое интересное, а там, скажем, есть только единственный в России питомник, где разводят западно-сибирский лаек. То есть в каждом районе у нас есть такие интересные точки, и вот мы решили показать в этих учебниках такие достопримечательности. Эта книга была одобрена федеральным агентством, и благодаря финансовой поддержке этого агентства мы выпустили вот эту книгу. И даже до того, что мне самому пришлось сделать достойную игру «Алнаш Синьярось», где ребятишки 5-8 лет, бросая кубики, играющие, знакомятся с теми достопримечательностями нашей республики и узнают о республике. В нашем издательстве все работники очень творческие, и недавно мы съездили на 10-й международный фестиваль финно-угорских театров и приехали с дипломом. Это наш театр перформанса Эмну-Юмна. Вот, понимаете, вроде бы книги делаем, а тут и театр, тут и галерея. И я считаю, что наше издательство «Юстыч» это как бы своего рода как культурный такой удмуртский центр. Я считаю, что так и должно быть. Не только узкие книги мы делаем, да, мы как бы охватываем всю нашу культуру удмуртскую. По оформлению книги я бы хотел сказать, что оформление с каждым годом все лучше и лучше, я бы сказал. Хочу отметить в первую очередь, может быть, учебники, потому что
На них мы делаем очень большой акцент, потому что это ведь как бы Это очень основа. И сделали такой вывод, что ну, у нас все равно в периферии, у нас все равно какая-то, в общем, низкая самооценка. Что как будто бы в Москве, там, в Питере, там, это может быть в других местах, учебники, книги лучше, качественнее, да. И вот когда мы рассматривали внешнее управление и внутреннее, сравнивали наши учебники с московскими, понимаете, у нас лучше, у нас качественнее. Это просто очень радостно было мне осознавать. И самое главное, кто там присутствовал, мы все это отмечали. Почему это так происходит? Наверное, потому что, возможно, у нас не так много учебников, как там, вот в издательстве Просвещение, там, или Андрофа, или какие-то другие. У нас их меньше, да, им просто-напросто мелочком прямо. Мы лелеем вот эти учебники. И получается, вот на квадратный сантиметр книги очень много энергетики любви, энергетики заботы, и вот это все ощущается. Из авторов у нас появились новые авторы, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Я бы хотел отметить у них современный такой подход к изданиям, к учебникам. Очень быстро на лету они все схватывают. И работаем с художниками из Москвы, из Чувашии, из других, в общем, регионов. И так книга получается лучше, что ли, как-то очень интереснее, потому что, в общем, чувашские художники даже, да, может быть, в другое время нам говорили, а что вы с ними сотрудничаете? У нас что, нет своих художников? У нас есть, да, есть. Но просто когда из разных мест, если они очень разные, получается лучше, качественнее. Там какое-то такое творческое соперничество, что это какое-то идет, и очень хорошо. Из новых художников я бы отметил Наталью Исаеву, это дочь Прозорова. Вот у них как бы по семейной традиции энергетика художника передалась именно дочери. Она очень хорошо чувствует книгу, иллюстрации такие очень прекрасные, жизнеутверждающие. У некоторых было такое поколение художников, которые 90-х годов, да, у них они более инфантильные, и вот эта как бы инфантильность также передается в иллюстрациях, и постоянно хочется вот это им, мы постоянно им говорим, давайте больше жизнерадостности. И вот потому что еще я хотел ответить. Вот с Коркиными сотрудничаем. Коркин тоже это прекрасно. Один из лучших иллюстраторов России. Он, правда, сейчас переехал жить в Москву, там женился и там живет, но мы с ними еще сотрудничаем. И надеюсь, что еще дальше он нам будет делать иллюстрации. Исаева, Коркин, Мустаев, Василий, Андрюшкин, Александр, это наши корифеи. Но мы никак не можем без иллюстрации Гарипова. Гарипов это тот художник, который открыл такое пространство, такую общую вселенную удмуртов. Именно благодаря ему люди других национальностей почувствовали вот эту нашу удмуртскую душу. Но я заметил, что художники все равно как будто бы они устаревают. Вот почему-то так. Вот, иллюстрации, сделанные 20 лет назад, они устаревают. Есть налет времени, почему-то так происходит. И вот поэтому мы постоянно обновляем. А гариповские, в общем, иллюстрации, хотя там есть налет времени, они как будто бы не устаревают. Потому что то ли это как бы требование времени, людям необходимо это. Издательство «Удмуртия» там особо аура, потому что человек, попавший в издательство «Удмуртия», я имею в виду работников, да, и нынешних, и которые работали когда-то, которые будут работать, они надолго задерживаются в издательстве «Удмуртия». Может быть, да, скажем, может так сказать. Дело в том, что я там появился в ноябре 1993 года, и буквально
через месяц, даже чуть меньше, исполнится 21 год, как я работаю. Поэтому мы люди очень такого верного плана, очень верно. Что касается издательства «Удмуртия», Евгений Никонорович очень красивые слова говорил, да, и я бы очень хотел отметить, это уже чуть-чуть старое издание. У нас серия такая прошла, русская классика на удмуртском языке. Это касается Пушкина, Лермонтова, Есенина, Кольцова, Некрасов, Короленко. И мы с Евгением Никоноровичем непосредственно участие в этом принимали. И вообще об этом человеке бесконечно добрые слова нужно говорить, потому что мы тоже непосредственно с ним работали. И каждая треть, то есть в этих переводах 1/3 часть моя, 1/3 часть Евгения Никоноровича, и очень большая работа была произведена. Вот в настоящее время, об этом уже говорили, у нас выходит серия живописи удмуртских авторов, то есть альбом живописи, так скажем, да, удмуртских авторов. Я не знаю сейчас насчет количества, сколько их выпущено у нас. Но это продолжается, и дай бог, чтобы конца не было, мы бесконечно выпускали, и параллельно вот эти картины выставляются, картины этих авторов, и к нам приходят, смотрят, и в принципе тоже своего рода пропаганда, скажем, удмуртской культуры в целом. Вот 95 лет вы отмечаете, так больше, чем половина, я начал сотрудничать с этим издательством. Мною выпущено, в связи с тем, что я шурфак, и вот книгу последнюю выпускал, проанализировал, мною выпущено брошюр и монографий 24. В том числе в издательстве «Удмуртия», наверное, будет 18. Первые книги, естественно, были научно-популярные, потом были научные работы. А вот с 2009 года вышла книга «Личность. История». Там я дал и биографические, и национально-демократическое движение в Удмуртской республике. Первая часть – это «Двинулся в путь». Оказывается, я в годы войны как-то нарисовал календарчик, сколько дней я работал в колхозе. И на обороте рубил такого-то числа дрова, там что-то делал, а потом двинулся в путь. Так вот, первая часть называется «Двинулся в путь», а вторая часть, где рассматриваются вопросы научно, то есть это национально-демократическое движение, там я написал водоворот. Но действительно, водоворот происходил. Вот Надежда знает, как мы в Финляндию ездили. В Финляндию? Не, в Эстонию ездили, да. Вот. Это все тогда, значит, бугыр происходило, значит, к движению подключились совершенно неопытные люди. Они начали, значит, творить, участвовать в этой общественной жизни. Ну и нужны были опытные люди, такие как я, хотя меня назвали портократом, клеймили всяко, но тем не менее, значит, мы принесли пользу. А вот последние годы, с 2009 года, я стал давать книги, которые личностные. Я поставил перед собой цель сказать спасибо моему отцу, моей матери, моей жене, с которой я 58 лет прожил. И, наконец, вот в нынешнем году, ну, издательство «Удмуртия» так красиво оформляло мои работы. Вот и здесь она какая-то особая. А последняя нынешняя книга, которая через издательство издана в Нижнем Новгороде, это просто чудо, вот показать бы вам. Но, к сожалению, не получилось. И там дается линия Пономаревых, это линия моего отца, линия Невоструевых, кстати, Владимир Петрович из Гулёкова, а я из Кублагурта. Дальше линия Килиных, это линия моей жены.
Потом у меня на Кавказе 2 брата, то есть на Украине 2 брата. Один брат, Валерий Вячеславович, в городе Торец Донецкой области разрушен город. Второй брат в городе Вознесенск Николаевской области. Вот он туда переехал. И мне удалось все эти линии собрать. И знаете, я вот очень доволен, что мне удалось установить всегда самые дружеские отношения с издательством «Удмуртия», с ее редакторами, с ее художниками. Это просто удивительно. И эта дружба приносит мне очень большое удовлетворение. Спасибо вам. Спасибо. Я считаю, что этот праздник, сегодня мы собрались таким скромным обществом, 95 лет издательству, это очень большой праздник для всей интеллигенции Удмуртии. И вообще при упоминании этого издательства, знаете, какая-то возникает радость душевная и появляется улыбка. Если ты видишь на сцене Вениамина Никонорыча, и с ним обязательно в тандеме, в таком хорошем творческом дуэте еще и директора издательства Юрия Васильевича, то ты понимаешь, что выступление будет емким, очень содержательным и коротким, потому что всегда многие грешат словословием, и вот тут как-то обязательно встрепенешься и улыбнешься, и на душе становится хорошо. Хочу сказать, что у каждого из здесь присутствующих, безусловно, есть своя история творческой дружбы с издательством. Есть она и у меня. Это началось в 2001 году, когда состоялся первый такой круглый стол аспирантский под руководством Зои Ксены по творчеству Вениамина Никонорыча Ившина. А впоследствии это уже были встречи с редакторами по поводу вот статей в книгах Зои Ксены Богомоловой, а потом вот случились 3 книги. Это все и обязанное издательство. То есть приходишь сюда как в родной дом. Атмосфера, здесь было уже сказано об этом, она действительно творческая, какая-то очень живительная, не только для тех, кто работает в издательстве, но и для тех, кто туда приходит. Это как-то, знаете, это подъем, это радость, и что-то впереди хорошее тебя ждет, потому что ты идешь навстречу, там какие-то обсуждения случаются и все. Вот творческий коллектив проходил и проходит свое становление под руководством 2 знаковых фигур в творческом пространстве удмуртской культуры. Это Вениамин Никонорыч Ившин, безусловно, Юрий Васильевич Кузнецов. И хочется пожелать в этот день и вообще, и на будущее, конечно, новых идей, безусловно, талантливых авторов. Пусть приходят новые авторы и с романами, и с новеллами, и с книгами рассказов, и творческого долголетия, и здоровья, безусловно. Я счастлива, что я имею хоть малую причастность к вашему творческому дому. Спасибо вам большое. И там раньше фонды были, а все фонды давались. Но эти фонды надо было выбивать. Где я только не была, куда только не ездила. И также с полиграфией. Давали только, мы там, как называется, я еще забыла. Ну, в общем-то, полиграфию нам давали только Ижевская республиканская типография. Я в 1974 году пришла в издательство, и типография вообще в республике большая одна была, что в центре Пастухова 13. Потом уже в 80-м году появилась 2-я типография, газетное издательство она называлась. Ну, время прошло, все не расскажешь, долго слишком займу. Последние годы, ну, 90-е годы уже, техника устарела, и в республиканской, и там еще новой техники не было, приходилось, мы издавали учебники, если они сейчас посылают куда-то по электронной почте, я своими ногами ехала куда-то в Смоленск, в Москву и в Казань. Это я полиграфию искала, полиграфбазы, а бумагу, картон, если я не могу, то где тоже выезжали. Там и Котлас, и Котлас, по-моему, Фертиков ездил. Неважно. Городов много было, конкретно фонды издавали, давали, вот там-то берете и нигде больше. Они вообще сейчас ни о какой бумаге не думают, я поэтому говорю, что я завидую. Они деньги отдали, где печатается, и все. И тираж готовый получили.
я пришла в издательство выпускающее, мне приходилось, что значит выпускающее? Выпустили, издали книги, отпечатали, это нужно вывозить на базу книжную. Раньше же книготорги были, вы-то уже вот молодые тут сидят и представления не имеют, что такое база книжная. Книги, это есть магазины книжные, сейчас же каждый сам по себе, наверное, можно сказать, ИП идут в основном, или я точно даже не знаю. А там было, значит, у нас, еще вот к чему вернусь, мы подчинялись управлению по печати, раньше так называлось, издательство, типография и книготорг были. Потом министерства не стали, а сейчас вообще по-другому все это уже. Каждый сам по себе работает, книги продают сами по себе, издатели сами по себе, каллиграфия сама по себе. Ну, у каждого времени свое, хорошее и трудности, там огромными тиражами издавали. Вот я говорю, что у нас не было проблем продать, а сейчас и продать проблемы есть, и авторов, темплан еще я забыла сказать. Ой, тематический план был на каждый год. Этот тематический план создавался, если года за 2 получается. И этот тематический план утверждался в обкоме, еще и Москву посылали. Госкомизат там назывался в последнее время, да, Госкомизате в Москве. Что мы хотим еще не все давали нам издавать, предположим. Ну, например, Драйзера, я помню, они давали нам издавать, убирает с плана и все. Ну и здесь в обкоме что-то, скажем, не давали. Еще существовал обллит. Что значит обллит? Это цензура. Каждая книга проходила через цензуру. Художественная литература была, ту художественную литературу, скажем, переиздание не давали на цензуру, а так и учебники, а остальные все проходили через цензуру. Было и такое интересно, я вам скажу. Выпустили книгу Ладыгина, Геннадий Ладыгин был автор такой, отпечатали в Кирове, привезли, я сейчас не помню точно, какой тираж был, не 50 лет. Ну, там оказалось, 50 тысяч имеется в виду, там оказалось, что солдаты идут по Воткинску. И представляете, мы всем издательством, нас, это сейчас их 10 человек, а нас было под 40, я не знаю, сколько дней сидели, зачернивали, что ли, как правильнее сказать, даже не знаю. Штампы, просто строка, это вы тоже вот молодые не представляете, что значит, сейчас на компьютере набирать, и все выходит готовый, текст готовый, а там раньше набирали. Наборные машины существовали, там каждая строка отдельно, это называется, высокая печать называлась. И вот строки, просто этими строками чернили, строки те просто черной краской. Пришлось сидеть, или под нож надо было выпустить. Ты мне расскажешь? Спасибо.